Вячеслав Гайзер поручил Минздраву и прокуратуре Коми разработать законопроект о принудительном лечении тубинфицированных. С такой инициативой сегодня на заседании правительства выступил главврач республиканского тубдиспансера Игорь Трёкин. Региональный кабинет министров обсудил реализацию в регионе нацпроекта «Здоровье». Максим Катаев подробнее. В нацпроект «Здоровье» республика включилась в 2006-м. Результат уже налицо. Впервые за последние 20 лет в регионе наблюдается прирост населения, а смертность трудоспособных граждан сократилась более чем на треть. В 2011-м республика включилась в новое направление в рамках нацпроекта. Это совершенствование родовой диагностики патологий, пропаганда здорового образа жизни, совершенствование помощи туббольным. На все эти цели регион получает субсидии из федерального бюджета. Республиканский тубдиспансер приобрел новый томограф, лабораторию оборудовали по последнему слову техники. Но излечиться от этого заболевания, как выяснилось, стремятся далеко не все. А социальные граждане не дорожат ни своей жизнью, ни здоровьем окружающих. Человек не хочет лечиться, он живет где-то, допустим, значит, где, так сказать, даже в подъезде, даже в многоквартирном доме, где отдельная квартира, но же все равно опасность представляет. В автобусе он едет и так далее. Потом люди интересуются, а почему у нас такая хорошая семья, а ребенок, допустим, инфицирован, а потом еще и заболел туберкулезом. Не может это быть. А вот может быть. В год врачи подают в суд до 70 исков о принудительном лечении. Полиция привозит тубоинфицированных в больницу, а они сбегают через несколько дней. Игорь Трёкин сегодня предложил выйти с законодательной инициативы в Госдуму о помещении таких пациентов в спецклинике закрытого типа, где они будут под охраной силовиков. Вячеслав Гайзер идею поддержал. Если действительно такая необходимость есть, исходя уже из опыта работы, почему нет? Давайте готовить законодательную инициативу, будем пробовать доказывать ее необходимость на федеральном уровне. Потому что я думаю, что это же не только наша беда. Отдельно сегодня говорили и о лечении онкологии. Накануне депутаты Госсовета поддержали инициативу главы Коми выделить 230 миллионов рублей дополнительно на помощь раковым больным. Еще 370 миллионов республика получит от федералов. Будет приобретено оборудование, в том числе и дорогостоящее, и проведены капитальные ремонты тех помещений, где сегодня находятся больные. Ярослав Бардюк заявил, республика будет добиваться, чтобы федералы профинансировали и другие здоровые направления. Например, оборудование наркологических диспансеров и закупку для них медикаментов. Проблема, по словам министра, в регионе стоит остро. Максим Катаев, Артем Соколов, телеканал Юрган.